В апреле 1627 года вручена грамота царя Михаила Федоровича кумыкскому владельцу Айдамиру о принятии его в русское подданство. Владелец Айдамир никто иной, как сын султана Моты Индирейского, который в начале 1604 года возглавил борьбу кумыков против войск Бутурлина и Плещева. Еще через несколько лет после вручения грамоты в 1631 году Айдамир приносит присягу на верность российскому государству, а в 1633 году съезд кумыкских князей Мурз и Черного Люда в Индирее утверждает его наследником Шаухала Индиреевского. Айдамир Шаухал Тарковский правил недолго, всего 8 лет. Погиб в 1841 году в ходе сражений на реке Малке и в ходе совместного похода кумыкских и русских войск на Кабарду. В апреле 1827 года генерал Ермолов, известный своей жестокостью в ходе Кавказской войны, отстранен с должности наместника Кавказа. Чуть ранее, 31 июля 1826 года, в поход на Кавказ двинулся персидский мирза Аббас. Это нападение оказалось для Ермолова полной неожиданностью. Николай I посылает на Кавказ генерала Паскевича с задачей принять командование Кавказским фронтом. Как и следовало ожидать, за этим назначением последовали 6 месяцев интриг и взаимных обвинений. Уже в марте 1827 года Ермолов подает в отставку с мотивировкой по домашним обстоятельствам, а 16 марта этого же года главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом назначается генерал Паскевич. 9 апреля 1827 года Ермолов покидает Тифлис, а его место окончательно занимает Паскевич. Рассказывают, что, отойдя от государственных дел, генерал Ермолов собственноручно переплетал книги в своей библиотеке и приводил в порядок свои мемуары. В апреле 1877 года на закавказский участок русско-турецкой войны отправляется первый чеченский конный полк. Ввиду настойчивых заявлений горцев о готовности оказать посильную помощь русско-турецкой войне, командованием принимается решение о создании дополнительных и регулярных полков. В эти полки набираются молодые люди, известных фамилий и опытные бойцы, прослуживших в силовых структурах Терской области. Чеченский конный и регулярный полк из чеченцев Грозненского, Аргунского и Веденского округов Терской области создается в январе 1877 года. Офицерские кадры набираются, как правило, из привилегированного сословия горцев. Так в полку отслужили известный этнограф Умалат Лаудаев, Адиль Алхазов, Барахан Таймазов, Булат Яндаров и другие. Полк принимал участие во многих сражениях, в том числе и в блокаде крепости Карс. Участвовали чеченцы также в боях за горные Плевну и Провец. За храбрость и воинскую доблесть, проявленные в этой войне, чеченскому полку присуждено Георгиевское знамя с надписью «За отличие». В апреле 1919 года добровольческая армия Деникина предприняла в Чечне общее наступление к селу Алханюрт. После длительных и кровопролитных боев Алханюрт пал. По свидетельству очевидца знаменитого Алханюртовского сражения, вся северо-восточная часть аула представляла сплошное море огня. В ходе боя во многих местах на окраине аула закипали короткие рукопашные схватки. Отдельные чеченцы с криком «Аллах Акбар» бросались шашками и кинжалами в руках на целые группы пластунов. После взятия аул был передан огню и горел всю ночь. Следующий день, освещая ночь чеченскую всю равнину. Подводя итоги спецоперации марта-апреля 1919 года, в Чечне белогвардейское командование отмечало: если припомнить детали боев с чеченцами, то в данном случае чеченцы проявили дух своих предков. Алханюрт стал нам дорого, но несоразмеримо он стал и дороже чеченцам. Таштамир Альдарханов родился 1 апреля 1870 года в селе Негихи, в семье крестьянина-середняка. В раннем возрасте он был отдан на обучение в сельскую школу, где преподавание велось на арабском языке. Затем 7-летним мальчиком его определяют в русскую школу в городе Грозном, единственное на этот момент в Чечне. По окончании ее он поступает во Владикавказское реальное ремесленное училище. По окончании училища он уже прекрасно владел несколькими языками, читал на латинском и немецком. В 1893 году Альдарханов успешно завершает учебу в Тифлисе, получает звание народного учителя. В этом же году он начинает свою педагогическую деятельность в должности учителя-надзирателя горских школ в городе Майкопе. В течение 5 лет Альдарханов воспитывал будущую интеллигенцию адыгейского народа. В 1898 году Таштамир возвращается на родину. Его переводят учителем в Грозненскую горскую школу. Бывшие ученики вспоминали о нем с восхищением и искренним уважением. На стыке веков он становится заметным деятелем, участником сложных политических
политических и общественных процессов, происходивших в начале 20 века в стране. Эльдарханов становится в один ряд с известными деятелями революционно-освободительного движения на Северном Кавказе, среди которых были такие талантливые публицисты, как Ахмедхан и Исмаил Мутушевы. Его работа в Грозном на тот момент совпала с усилением революционного движения в России. Жизнь Эльдарханова была отдана борьбе за идеалы гуманизма, укрепление межнационального согласия, братства и единения народа Кавказа и всей страны в целом. Его деятельность во многом стала сдерживающим фактором противостояния северокавказских народов и России.